Это новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Общий объем доходов государственного бюджета Якутии на 2019 год увеличен почти на 8,5 миллиардов рублей и составит по прогнозным показателям 212 миллиардов 301 миллион рублей. Накануне правительство Якутии одобрило изменения в бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Общий объем доходов государственного бюджета республики на 2020 год увеличен почти на 4 миллиарда рублей. На 2021 год увеличение составило 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Также на заседании правительства Якутии Кабинет министров утвердил план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Якутии до 2032 года с целевым видением до 2050 года. Он сформирован в соответствии с 5 стратегическими целями и учитывает реализацию национальных проектов в республике, 5 стратегических указов главы Якутии. Документ учитывает новые вводные на федеральном уровне. Это утверждение стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, единого плана по достижению национальных целей развития страны до 2024 года. Среди наиболее высокоуровневых задач повышения качества жизни населения можно выделить выход на 3-е место в России по индексу развития человеческого капитала, увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 80 лет и снижение уровня бедности в 2 раза. Кроме того, документ носит инновационный характер. Он состоит из 500 основных мероприятий, которые лягут как архитектура в информационно-аналитическую систему. То есть первый в России цифровой план реализации стратегии. Так как документ достаточно живой, все изменения в него будут вноситься в цифровом виде как дополнение. Якутия вошла в топ-5 регионов Российской Федерации по реализации нацпроектов. Компания «Медиалогия» опубликовала результаты исследования упоминаемости регионов России в СМИ в контексте майских указов президента страны Владимира Путина. Согласно анализу данных за апрель этого года, Якутия заняла 5-ю строчку данного медиарейтинга. На 4-й позиции оказался Крым, а лидерами стали Татарстан, Краснодарский край и Свердловская область. Рейтинговое агентство «РАЭКС» подтвердило рейтинг финансовой надежности негосударственного пенсионного фонда «Алмазная осень». Прогноз по рейтингу стабильный. На 31 марта 2019 года более 97% активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, 80% пенсионных резервов и 71% собственных средств фонда приходится на высоколиквидные и высоконадежные вложения. Также позитивно оценена высокая диверсификация активов пенсионных накоплений и пенсионных резервов. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокий запас собственных средств. Показатель достаточности собственных средств для введения операционной деятельности оценивается как умеренно высокий. По данным рейтингового агентства, на конец марта 2019 года объем пенсионных накоплений в «Алмазной осень» составил 3 миллиарда 600 тысяч рублей. Пенсионных резервов 23 миллиарда 900 тысяч рублей. Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Севера» объявило конкурс на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Верхневилюйск. Об этом говорится на сайте госзакупок. Начальная цена контракта – 276 миллионов рублей. Подрядчику необходимо провести реконструкцию ВПП аэродрома, включая рулежные дорожки. Согласно графику, строительные работы в аэропорту должны завершиться 27 сентября 2020 года. Заявки принимаются до 21 июня. Итоги торгов будут подведены 1 июля. Аэропорт Верхневилюйск обеспечивает регулярное авиасообщение с региональным центром, принимает такие самолеты, как Ан-12, Ан-74, воздушные суда 3-4 классов и вертолеты. Аэродром имеет грунтовый ВПП длиной 1800 метров. Ранее сообщалось, что предприятие «Аэропорты Севера» в 2019 году приступит к реконструкции 4 аэропортов Якутии – Верхневилюйске, Жиганске, Алекминске и Нерингре. Реконструкция аэропортов осуществляется в рамках реализации программы развития транспортной системы России. Всего в рамках программы планируется реконструкция 13 аэропортов Севера. Проектно-сметная документация имеется по всем объектам. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.